Трещина в многоквартирном доме Якутска по Дзержинского, 26 тянется от 1 до 4 этажей. Но появилась она там не вчера. Первые изменения в фундаменте начались еще в 2014 году. Тогда же управляющую компанию привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание дома и установили специальные маяки, с помощью которых легко отслеживать динамику увеличения трещины. В прошлом году сотрудники Госстройжилнадзора проверили эти датчики, данные, которые не показали изменений. То есть за эти годы больше трещины не стало. По словам жильцов, причиной ее появления стала труба, которая текла несколько лет под домом. Вполне может быть про оттайка мерзлого грунта под домом. Ну, на данный момент, вот вчера, допустим, выходил, там следов протечек не было, в общем, все чисто. В ближайшее время мы планируем там замерить температуру грунтов. Это вот буквально на днях выйдем, замерим, и картина уже более-менее станет ясна. За ней необходимо следить, как ширина раскрытия, если будет больше, то, соответственно, уже надо будет принимать меры. Усилять фундамент, ну, там в зависимости от работы надо смотреть, от ситуации. Однако жители дома не согласны с показаниями маячков. К примеру, в квартире Федора Гор трещина проходит через кухню, и этой зимой стало, по его словам, заметно холоднее. А также пластиковое окно приходится регулировать из-за подвижности фундамента. Решил ремонт вот делать в этом году. И получается посмотреть, вскрыть, что там вообще в этом, шпаклевку вскрыть, посмотреть. А так вот трещина прям видно. И в соседней комнате, получается, уж сместился стеклопакет. Ну, то есть какая-то деформация все равно есть. Получается, я открыл, в прошлом году настроил, все отстроил, в этом году открыл, и у меня где-то на сантиметр, получается, вниз окно упало.